По данным генпрокурора Индиры Джолдубаевой, в минувшем году главный надзорный орган вынес 14 600 прокурорских представлений и предписаний. Пятая часть из них приходится на долю коррупционных преступлений. А вот результатов по некоторым резонансным делам ждать, похоже, еще не скоро. Так выяснилось, что за нарушение со стороны дирекции по восстановлению городов Ош и Джалалабад так никто и не понес заслуженного наказания. Тем временем 118,5 миллионов сомов за 29 некачественно построенных объектов вернуть в казну пока не удается. Хоть одного подрядчика за причиненный государству материальный ущерб мы можем привлечь к ответственности? Есть такой, которого посадили вы? Я говорю, 2 дела направлены в суд, они еще находятся на стадии рассмотрения. По результатам рассмотрения Поинтересовались народные избранники и судьбой дела о получении вида на жительство гражданами Китая. В начале 2016 года Генпрокуратура сообщила, что ГРС незаконно выдала 996 таких документов. В связи с выявленными нарушениями, как отметила генпрокурор, было заведено порядка полусотни уголовных дел. Если раньше вид на жительство в Кыргызстане продавали по $3000, то сейчас по неподтвержденной информации стоит уже $5000. И что, наш вид на жительство так теперь и будет распродаваться? Это дело было возбуждено в отношении сотрудников ГРС при правительстве Кыргызской Республики, которые в нарушение требований положений без консульской легализации официальных документов незаконно выдали 996 гражданам КНР вид на жительство. По словам депутата Дастана Бекешева, прокуроры на местах нередко сращиваются с ОПГ. На вопрос, знают ли о таких фактах в надзорном ведомстве и какие меры предпринимаются, ответ депутатов удовлетворил не в полной мере. В последнее время потихоньку опять у нас начинают поднимать голову организованные преступные группы. Не все или большинство даже отказываются писать заявление. Отказываются, потому что они говорят, ну сегодня прокурор района сидит там, если они вместе ходят там, гуляют, чай пьют, как я буду писать заявление? Здесь надо отметить, что в соответствии с законодательством надзор осуществляет только малое количество прокуроров. Поэтому мы не раз вносили предложение об увеличении этого количества. Если у вас есть факты... Да писать никто заявление не будет. Уже я 1000 раз говорю. Прокуратура системасында 2016 жылы канча киши коррупция боюнча... В числе обвиняемых по преступлениям, связанным с коррупцией, есть прокуроры? По преступлениям, связанным с коррупцией, да, сотрудники органов прокуратуры также привлекаются к уголовной ответственности. Отдельно цифру, если можно, мы вам письменно ответим тогда. По индексу восприятия коррупции Кыргызстан по итогам 2016 года занял 136 место из захваченных 176. А ведь годом ранее показатель был на 13 позиций лучше. Этот ежегодный независимый рейтинг, возможно, является более объективным показателем положения дел в борьбе с беловоротничковой преступностью. Алексей Немашкало, Манбакиров, Эрлан Кемельбеков, МТС.